Эфир. Финалистка телешоу «Голос» Дина Гарипова сегодня представит Россию в полуфинале на Евровидении. Конкурс проходит в шведском Мальме. Дина выступит под 6-м номером с песней «Что если» на английском. В центре Зеленодольска, в родном городе певицы, сегодня установили большой телеэкран, чтобы все желающие могли наблюдать за прямым эфиром с Евровидения. Продолжит Катерина Фладунг. Сегодня в Зеленодольске возле ДК «Родина» установят большой экран, на который будут транслировать полуфинал Евровидения. Поболеть за соотечественницу смогут все зеленодольцы. Именно на этой сцене еще до реконструкции Дворца культуры Дина выступала с 6 лет, когда занималась вокалом в театре песни «Золотой микрофон». Один из друзей Дины, Радик Хуснулин, уверяет, такой диагноз, как звездная болезнь, татарстанской певице не грозит. Многие приезжают с совершенно запредельными райдерами. Первый вопрос Дине был: Дина, ну что в твоем райдере такого необычного? Может быть, желтые обои, огромная круглая водяная кровать или что-то другое? Дина ответила: нет, ничего сверхъестественного, все обычно, как у всех обычных нормальных смертных людей. Это платье было отобрано для проекта «Голос», которым Ксения Рыкалина – невестка Дины Гариповой, а по совместительству еще и личный стилист. Платье с золотым воротничком из ее коллекции случайно попало на проект «Голос». Его отобрал сам Александр Градский. Искали скромный, но изысканный вариант. Стилем Дины Гариповой официально занимается Эвелина Хромченко, но певице из Татарстана не всегда нравятся подобранные ею вещи. Так, в Евротур Дина взяла несколько блузок от зеленодольского дизайнера. Вот в последнюю, что я для нее создала, это была черно-белая блузка с элегантной длинной юбкой в пол. Она очень вышла, которую на красную дорожку перед открытием Евровидения. Было очень позитивных отзывов от западных журналистов. О ней сказала, она была просто королевной, у нее выглядела. Родственница звезды отмечает, Дина последние несколько лет вообще не носит джинсы. В гардеробе все женственное и не вульгарное. Вот и на Евровидении она будет в нежно-розовом платье на фоне светящихся шаров. Уже через несколько часов мы увидим Дину Гарипову с балладой «Что если» под 6-м номером на главном музыкальном конкурсе Европы в шведской Мальме. Катерина Фладунг, Дмитрий Рыженко, телеканал «Эфир».